Теперь это вполне обычный маршрут для молодого немецкого путешественника Себастьяна Фёдиша. После моря или прогулки он возвращается в этот дом и все свободное время проводит здесь. Себастьян признается, скучно ему не бывает, ведь рядом всегда его верный друг по кличке Диди. Понравилось, что эта страна, как говорится, не использовано еще так, как, допустим, в Германии, что здесь все сохранилось так, как в далекие времена еще в Германии было. И все природа здесь, конечно, восхитила, горы, море, и надолго останется в памяти. До приезда сюда Себастьян мало знал об Абхазии и уж тем более не планировал здесь останавливаться, но настолько вдохновился природой, что теперь собирается приезжать часто. На преодоление всего пути, а это более 10 тысяч километров, Себастьяну понадобилось около 5 месяцев. Молодой человек признается, что в юности мечтал путешествовать на велосипеде по разным странам, и его мечта сбылась. Эту мечту все время держал и постепенно купил велосипед, начал тренироваться с малых расстояний, потом все время увеличивал, и вот созрел в этом году сделать это путешествие вместе со своей подругой. Было интересно и страны еще другие посмотреть. И вот начал с Германии, с Лейпцига, и поехали вместе через Данию, Швецию, потом Финляндию, заехали в Санкт-Петербург, и далее Москва, и большой длинный путь через Урал, Казахстан, и наконец приехали. В Абхазии Себастьян Фёдиш познакомился со своим соотечественником Виктором Мюллером. Кстати, Виктор уже несколько лет подряд приезжает на все лето в Абхазию, помогает многодетным семьям, убирает пляж, своими силами благоустраивает село. Говорит, рад был помочь земляку. Я заехал домой, в авиагородок, и в воротах аэропорта заметил велосипедиста, у которого столько много нагружено было на велосипеде вещей. Я сразу понял, что человек издалека, обратился к нему вначале по-русски, естественно, откуда он едет. Он мне с акцентом ответил, что из Германии. И я тут же перешел на немецкий, пригласил его к себе. Для Себастьяна Фёдиша это самое длинное путешествие на сегодняшний день. Перед приездом в Абхазию он побывал во многих городах России. Уже через несколько дней Себастьян улетает в Германию, но обязательно вернется. А своеобразным подтверждением намерений является велосипед, оставленный до его следующего приезда у нового друга и соотечественника Виктора Мюллера. Сария Смыр, Александр Чернов. Абхазское телевидение.